Бабонта Хорш, Мажена Халарта. Добрый день, мои дорогие друзья. Недавно вышла книга в челябинской редакции «Каменный пояс» под названием «Сакральность осетинского языка глазами русского православного священника». Я хотел несколько слов сказать, как эта книга создавалась и почему она была написана. Все началось с нескольких слов. Прежде я служил в Алагирском женском монастыре на осетинском языке, вникал в содержание слов осетинских. И когда дошел до слова «самоотверженный» и «отчаянный», был буквально в смысле потрясен. Самоотверженность, тем более, когда это связалось с Евангелием, кто хочет идти за мной, да отвержется себе, возьмет крест свой и последует за мной. И вдруг перевод осетинского «самоотверженный» раскрыл для меня прямо глубину Евангелия, если хотите. Ведь это уд-увалдай, полнота духа, также отчаянный. Отчаянный тоже синоним, уд-увалдай по-осетински звучит. И ты понимаешь, что когда мы произносим символ веры чая воскресения мертвых, и когда от этого самого чаяния часть предполагает полноту духа, то и самоотверженный, и отчаянный звучит совершенно по-новому. Ну, это подтолкнуло меня на то, чтобы более пристально посмотреть на осетинский язык. И особенно, когда я дошел до момента смерти, а точнее кладбища Уалт-Мартма, то тоже был потрясен. Сразу вспоминается евангельская притча о богатом и Лазаре, один из которых, богатый, жил в роскоши, умер и был похоронен. И в то же время Лазарь нищий умер и был отнесен ангелами в лоно Авраама, Исаака и Иакова. И поэтому разница между похоронить и отнести к небу, поскольку Валама это, вам известно, это наверх, уточняет позицию осетина к своему умершему близкому человеку. И многое другое. Есть еще выражение, которое также меня не просто удивило, а потрясло, и которое тоже связалось с текстом Нового Завета, поскольку я очень люблю Евангелие. Например, когда осетины желают друг другу хорошего жениха или невесту, хорш аман дахай, то это сразу звучит по-новому, когда знаешь Евангелие. Когда Христос на Тайной вечере подошел к Петру за тем, чтобы умыть ему ноги, и Петр сказал: «Не умоешь ног моих вовек», Христос сказал: «Если не умою, не будешь иметь части со мной». И получается, что часть с Богом является истинной природой счастья. Собственно говоря, именно это чувство я и переживал, когда работал над этой книгой. Я опытно понял, что такое быть частью Бога. И хотел бы рекомендовать читать эту книгу не глазами осетина даже, не глазами знатока осетинского языка, эксперта, а глазами ребенка, любящего свое отечество, свой язык. И если вот так посмотрите на свой язык, то я думаю, что эта книга в полной мере для вас откроется.